Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям страны опубликовал данные по разрушениям и ущербу от землетрясения в Горно-Бадахшанской автономной области, произошедшем на прошлой неделе. По словам экспертов и специалистов, которые сейчас работают в районах, где произошло стихийное бедствие, состояние Саресского озера осталось без изменений, угрозы нету. Единственное, уровень воды в реке Бартанг повысился на 5 сантиметров из-за камнепадов. По разрушениям информация более подробная. 158 домов разрушено полностью, 567 частично. Среди них 23 школы, 2 детских сада и 6 медицинских центров. Ситуация в данных районах довольно тяжелая. Температура воздуха опустилась до 22 градусов ниже 0 по Цельсию и наблюдаются сильные снегопады. Жителям приходится ютиться в нескольких сохранившихся строениях и домах. Дорогу Рушан-Бартанг все еще не очистили от обвалов полностью, и гуманитарную помощь перебрасывают вертолетами. Эти же вертолеты на обратном пути эвакуируют желающих. На данный момент вывезено порядка 500 человек. Это дети и люди преклонного возраста. Их обеспечивают всеми продуктами питания, там и муку, и макароны, и рис, и масло, там все. У нас есть, а также уголь. Уголь их обеспечивают. В каждом кишлаке у нас работают отдельные группы, областные, под руководством ответственных лиц. А в чем нуждаются, они нам передают, и оттуда вертолетом им отправляют. Пока в КЧС не называют точное количество людей, оставшихся в зоне бедствия. Известно, что многие не хотят покидать своих домов, потому что там остается их скот и имущество. Подземные толчки продолжаются. Сегодня примерно в том же районе произошел толчок силой 4,7 балла по шкале Рихтера. Начиная с 7 декабря произошло более 20 толчков. Это говорит о том, что сейсмоактивность в этой зоне продолжается.